Здравствуйте, Аслан. Здравствуйте. Давайте я себя представлю. Меня зовут Юрий. Я студент, начинающий юрист. Меня заинтересовала история Чеченской Республики Ичкерия, точнее ее некоторые правовые аспекты. Давайте переходить уже к сути дела. И мой первый и основной вопрос звучит следующим. Прочитав первые попавшиеся данные в интернете, человек подумает, что отсоединение Чеченской Республики Ичкерия от РСФСР было мятежом и актом агрессивного сепаратизма. Что вы можете сказать в опровержение этому? И, пожалуйста, объясните подробно процесс отсоединения Чеченской Республики Ичкерия и почему вы считаете его законным. Ну, во-первых, отсоединение, выход Чечни, Чеченской Республики произошел из Советского Союза наравне с остальными 15 союзными республиками, которые на тот момент входили в Советский Союз. В 90-м году, как автономная Чечено-Ингушская Республика, Социалистическая Советская Республика, Советская Социалистическая Республика получили статус союзной республики. Произошло это следующим образом. 12 июня 1990 года Верховный Совет Российской Федерации, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в котором впервые широко было обнародовано о правах колониальных народов СССР на свой суверенитет и независимость. В строгом соответствии с Ельциновской декларацией легитимный на тот период высший законодательный орган, да, прошу заметить, это 90-й год, Джохар Мусаевич Дудаев несет службу в странах Балтии, как советский офицер, советский генерал. На тот момент, как любят рассказывать, что мятеж совершил мятежный генерал, да, отсоединение произошло по вине мятежного генерала, который на тот период, когда Чеченская Республика получала статус союзной республики, находился далеко от Чеченской Республики и нес службу в советской армии. В строгом соответствии с Ельциновской декларацией легитимный на тот период высший законодательный орган Чечено-Ингушской автономной Советской Социалистической Республики, Верховный Совет ЧССР во главе с его тогдашним председателем, первым секретарем Чечено-Ингушского рискома КПСС, товарищем Доку Гапуровичем Завгаевым 27 ноября 1990 года упраздняет статус автономности, преобразовывая Чечено-Ингушетию в новое государственное образование союзного статуса. Чечено-Ингушская республика и провозглашает акт о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики, утвержденный впоследствии Верховным Советом РСФСР, высшим российским законодательным и легитимным органом того времени. Понятно? Статус союзной республики Чечено-Ингушская республика получает в соответствии с законами Советского Союза, и Верховный Совет Советского Союза, высший легитимный орган, признает это все действие и подтверждает это все. По этому поводу можно смотреть ведомости Верховного Совета РСФСР 90-91 годы. Как я уже говорил ранее, генерал Джохар Дудаев продолжал нести в это время государственную военную службу в странах Балтии. По этому поводу можно посмотреть в бюллетене «Политический ландшафт России», 95 год, январь. Н.В. Петров, «Чеченский кризис и российская государственность». 6 сентября 1991 года Чечения объявила о своем государственном суверенитете. В принципе, вот юридический момент образования Чеченской союзной республики, затем после развала Советского Союза выход Чеченской республики наравне
с остальными 15 союзными республиками. Мгм. То Это есть все она так же, как и Узбекистан, Казахстан, как Украина, так Узбекистан, все. как Украина. Если Украина, страны Балтии, которые сейчас входят в НАТО, и остальные союзные республики легитимны, Российская Федерация легитимна, то Чеченская Республика ровно настолько же легитимна, насколько легитимны эти государства. И в 91 году, 6 сентября, мы уже объявляем о своей государственной независимости, Мгм. о государственном суверенитете и становимся полноценным государством, при всем при этом не имея возражения со стороны нового российского руководства, уже нового государственного образования, как Российская Федерация. С ее Мгм. стороны мы тоже не имеем никаких препятствий, ну, никаких нот протеста мы от них не получаем. Ну, как я А, понял, это Этот еще один момент, тоже очень важный момент. Более того, мы как государство никогда за все 400 лет войны, за все 400 лет оккупации не подписывали ни одного документа с Россией о добровольном вхождении или капитуляции, или еще какой-нибудь орган, который Россия в дальнейшем уже в международных институтах, в международных судах могла представить как Чеченскую Республику своей. Не имея никакого юридического Мгм. обоснования, мы То находились есть на это все территории. были завоевания. Совершенно верно. Точно так же, например, те же Курильские острова. Япония не признает их, но они являются частью России по факту силы, сильного, да, по Мгм. праву сильного, Да, ну, по праву силы. Соответственно, нам выходить и соблюдать вот то, что я вам сейчас перечислил, с юридической стороны не было никакой необходимости. И никакими сепаратистами, как нас пытались представить, мы не да. являлись. Так как сепаратизм является отделением чего-то цельного. Мы никогда не являлись цельным ни СССР, ни тем более Российской Федерации. Российской Федерацией мы стали в 2003 году. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. Присоединение. Ну, тогда, значит, после отсоединения уже началась мирная жизнь, Да, но в 94 году вот началась война, так я да, понял. Ну, давайте поговорим о периоде вот с 91 по 94, именно о мирной жизни. давайте. Мне бы хотелось узнать, как жила Чечня в то время. Как я понял, Конституция ЧРИ была принята 2 марта 92 года. Не совершенно. Правильно? 12 марта. Это в Википедии специально, видимо, Правильно. ошибочно Википедия. написано. 12 марта 92 года была принята. Нет, она там, по-моему, вступила в силу 12 марта. Ну, с того момента она считается принятой. Ну, хорошо. В нее в 2 раза вносили правки. Это в 96-м и 97-м. Правильно? Да. Так, ну вот у меня несколько вопросов возникло по этой Конституции. Судя по части 5 статьи 4, сейчас процитирую ее. В Чеченской Республике государственной религией является ислам. То есть ЧРИ не была секулярным государством, так ли это? То есть А, религия не была отделена от государства? В Конституции, в первоначальной редакции Конституции 92 года, вот этого пункта, да, вот этого изменения, которое было внесено в 96 году, да, по-моему, или Мгм. ну, тогда в 96 году оно внесено, или 97-й, этого не было. Чеченская республика являлась светским Мгм. государством, и государственная религия, ислам там не было прописано. Но во время последующей после этого первой российско-чеченской войны Мгм. произошли очень сильные изменения в нашем государстве. Во-первых, военное время в тяжелейших условиях в период войны в 95 или 6 году было принято решение Дудаевым о введении
военных шариатских судов Мгм. на период войны. После окончания войны было внесено вот то изменение, которое вы говорите, в связи с тем, что у нас появились разные требования у разной части общества, да, в том числе, которое Мгм. принимало как военное участие, так и было, ну, я не могу точно сейчас это объяснить, но есть все основания полагать, что это была целенаправленная работа специальных служб России для того, М. чтобы вести именно Дискредитировать Чеченскую Республику. дискредитировать Чеченскую Республику и в глазах мирового сообщества, так как была подготовка, она и не останавливалась, ко второй агрессии. Мгм. Поэтому если принимается какое-либо решение, не соответствующее Конституции, то и с нарушением процедур принятия, то для этого есть Конституционный суд Чеченской Республики. Да, тот же, если Так. президент принимает какое-нибудь неконституционное решение или парламент, есть Конституционный суд, который должен это решение рассмотреть и утвердить его, или же отменить это решение как неконституционное. Мгм. Но в связи с тем, что на протяжении 3 лет у нас не было никакой возможности не только создавать какую-то, да, правовую базу всему этому, но и Мгм. а, элементарно защищать свои границы, когда на протяжении всего этого времени против нас проводилась агрессия, провокации, как внутри республики, так и с внешних Мгм. сторон. Мгм. Поэтому это было внесено, и это ни в коем случае не влияло на, даже это решение, оно никак не влияло на то, что наше государство оставалось светским, где демократическим, правовым, где все Мгм. религии наравне с исламом были защищены. В другой статье также указывается, что, Да, это, по-моему, 43-я статья да, по-моему, да, Конституции. 43-м, что указывает, что Да. все религии защищены и имеют право Свобода совести. совести Да. и вероисповедания. Да, совершенно верно. Мгм. Ну, могу заметить, что и во многих европейских странах есть похожая норма. То есть государство не отделено от религии. Это страны такие, как Англия, Дания, Швейцария, Греция и многие другие. Так что это ничего такого нет, мне кажется, в том, что государство не было отделено от религии. Да, ну, это так и есть, вы правы, но, знаете, это делалось для того, чтобы в какой-то части радикализировать, наверное, в какой-то степени. И я бы Мгм. был бы, наша Конституция и так защищает ислам в том числе, наравне с другими Да. религиями. Я был бы, я являюсь сторонником того, чтобы мы вернулись к Конституции 92 года. Мгм. В принципе, То есть к светскому государству. да, к светскому государству, совершенно верно. Ну, тогда я перейду еще к одному вопросу по Конституции. Немного запутанный вопрос. Какой был государственный язык? Ну, исходя из смысла части 3 статьи 52 и 106 статьи, то есть граждане могут обращаться в государственные органы и суды на чеченском или на русском языке. А, То есть было два государственных языка, как я понимаю. Да, по факту на тот период времени, да, у нас было два государственных языка. Мгм. Так получилось, что судопроизводство, литература, да, в том числе юридическая Мгм. литература,
была на русском языке. Мы не успели все это перевести и Ну, в подготовить основном, специалистов в этой области на чеченском языке, в том числе уголовный кодекс, гражданский кодекс оставались до принятия новых, оставались еще с советского периода, которые у нас являлись. И да, в таком смысле у нас было два государственных языка. ну, И так же, как и у нас в Узбекистане, например, у нас до сих пор все законы и все нормативно-правовые акты издаются на двух языках, на русском и узбекском. И, как я знаю, они сначала пишутся на русском, потому что до сих пор нет кадров, способных, владеющих юридическим узбекским языком. Я понимаю это тоже. у нас было намного меньше времени, да, как вы понимаете, 3 года независимости при полном, при разного рода провокациях, потом 2 года жесточайшей войны, и потом опять же продолжение этой войны, как сейчас ее называют, гибридной войны, и мы просто физически не успевали все это делать, и началась уже Мгм. вторая российско-чеченская война. Еще бы хотел я узнать о подробностях судебной системы Чеченской Республики Ичкерия. В Конституции прописана светская судебная система, но мне интересно именно шариатские суды, которые, как я понимаю, были введены в 95 году, а в 97-м они полностью сменили все светские суды. Как они функционировали и на основании каких НПА функционировали эти суды, шариатские, то есть. Ну, шариатские суды в основном вводились, да, после Первой российско-чеченской войны, да, на период в 95 году это Мгм. были военные, да, шариатские суды, затем были введены уже суды, распространение уже началось, но, знаете, в связи с тем, что не хватало кадров, да, квалифицированных кадров, Мгм. хоть и закон такой был принят, у нас проводились светские суды, светское судопроизводство было, тоже в том числе, в первую очередь, что касается гражданско-правовых взаимоотношений. Уголовные дела, семейное право рассматривалось в шариатских судах. По И законам ислама. да, Да. в соответствии закона, здесь это касалось именно мусульман, допустим, да. Мгм. Если же не мусульманин, там должен был зарегистрировать брак, допустим, он мог его зарегистрировать в обычном порядке, и если у него возникали какие-то споры, он это решал тоже в обычном светском суде. И То есть было разделение на два суда. да, они Светский и были шариатский. параллельно, да, параллельно они себя А дополняли. мог ли мусульманин именно пойти в светский суд, а не в шариатский, для решения каких-то семейных проблем, Да, гражданских конечно, правовых конечно, споров? конечно. Мог пойти. Да, да. Было свободный выбор. А как обстояло дела с уголовными именно? То есть, как я понимаю, шариат предполагает 3 вида наказания. Хад — это за пьянство, азартные игры, клевету и разврат. Да. Как правило, предусматривает это публичные удары палками. Второе — это кисас, убийство и тяжкие телесные повреждения. Этот вид наказания позволяет загладить вину деньгами. И тазир — это половая распутность, воровство и неподчинение властям. Включает в себя широкий спектр мер и наказаний от назидательной беседы до смертной казни. Практиковались ли эти виды наказания в Чеченской Республике Ичкерия? Ну,
Да, вот наказание за алкогольное там употребление алкоголя, да, наказывалось вот ударами палок по спине, да, а, Публично. публично, да, публично это делалось, и это больше носило такой воспитательный, нравственно-воспитательный характер, да, это Мгм. показать по телевизору, как бы это не столько больно, сколько неприятно, что тебя показывают выпившим, и вот Да-да. получаешь такое наказание. Конечно же, это было не так распространено, как что вот у нас и алкоголизм не так сильно развит, да, и это было не так сильно распространено. По поводу вот наказаний в уголовных тяжких преступлениях, да, где там, вы сказали, можно загладить вину деньгами. Мгм. В этом плане там есть небольшая поправка в том смысле, что возмещение вреда, да, оно происходит только лишь после того, как потерпевший или родственник потерпевшего прощает человека, да, и только Мгм. после этого идет. Заменить, не прощая, если жертва или родственник жертвы не прощает, то заменить на материальное возмещение вреда такого в практике не существует. Надо здесь отметить, что чеченцы всегда жили в соответствии с так называемыми нашими адатами. Это наш Мгм. закон, чеченский закон, который основывается на шариате. Да? И наказание за смерть, за убийство умышленное, преднамеренное убийство Мгм. чаще всего каралось, даже в советское время, каралось смертной казнью. Более того, люди потом садились в тюрьму за то, что убили человека, но или, например, убийца советской властью арестовывался, сажался в тюрьму, он выходил из тюрьмы, из мест лишения свободы, и после этого он уже сталкивался с шариатом, и ему могли применить смертную казнь, ну, убийство, и после этого его убийца уже тоже мог сесть в тюрьму, обычно так и происходило. Мгм. И смертная казнь, если родственники не прощают за преднамеренное убийство, умышленное убийство, она практиковалась. И так произошло, что во время правления Аслана Масхадова, президентства Аслана Масхадова, сегодняшние муфтии, так называемые, вынудили фактически Масхадова провести смертную казнь на площади в центре города, Мгм. публично, Показательно. да, показательно, так как была большая всплеск такой был криминогенной обстановки, хотя все ну, тяжелое условие было, хоть она и была под контролем, но Мгм. иногда было очень тяжело сдерживать людей, так как Россия всячески провоцировала, подкармливала разные криминальные группировки в финансовом плане, и Масхаду просто ничего не оставалось, так как судебная власть у нас являлась как бы отдельным органом, Мгм. и как в любом правовом демократическом государстве, да, разделение ветвей власти у нас присутствовало, плюрализм мнений у нас присутствовал, Мгм. и, но все равно его вынудили согласиться на это, как я понимаю, и на площади в центре города, на тот уже период города Джахар, было расстреляно два человека, мужчина и женщина, которые особо жестоким, которые особо жестоким способом убили мужчину, супруга вот этой женщины. И эти двое людей были расстреляны на площади по решению шариатского суда. Это выглядело для мирового сообщества очень дико, и Да. это нанесло репутационный удар
по Чеченской республике и лично по президенту Аслану Масхадову. При всем при этом, даже если в европейских странах нет смертной казни, да, в Америке, например, в некоторых штатах присутствует смертная казнь, но никто этого не делает публично. Да? Но для того, чтобы сдержать, и кстати, надо отметить, что ситуация немного успокоилась в Чеченской республике именно в криминогенной обстановке, с криминогенной обстановкой, потому что многие задумались, а вдруг и нас расстреляют. Но все равно я исхожу из того, что в репутационном смысле это было больше, нанесло больше вреда, так как, да, независимые группировки криминальные испугались в какой-то степени, но агентура КГБшная, ФСБшная, которая работала внутри, она все равно продолжала свою деятельность, и как бы это не сильно сказалось. Поэтому ну, вот такие вот были наказания. Вот на моей памяти было вот одна это вот, приведение в исполнение смертного приговора. Больше я не знаю. А вот в шариатской судебной системе какой орган проводил следствие? Ну, у нас оставались кадры еще с советского периода, да, прокуратура, следственный отдел, также была милиция, она переименовывалась там по-разному, была так называемая шариатская гвардия, там были спецслужбы, но вот в этом конкретном случае, я не знаю, ну, проводить следственные органы, конечно же, присутствовали, и следователи у нас были, это все имелось. То есть они также собирали материалы, готовили дела и подавали так же, как и в простой суд? Да, конечно, совершенно верно. Обычная оперативная, затем следственная работа, которая подготовила материал и передавала дело в суд. И на основании вот, этой доказательной базы суд принимал решение уже в соответствии там, с шариатскими нормами, да, которые, в принципе, стоит отметить, не сильно отличаются от международного права. Очень много вещей позаимствовано, и там ну, практически ну, очень много позаимствовано. И особо ничем так не отличается. Отрубание рук, там, ног, там, других частей тела, этого не было. Ну, хотя кражи, воровство, преступность в таком плане тоже. А как наказывали, например, воров? Сажали. Сажали в тюрьму. Да. А по какой правовой системе судили человека, совершившего преступление во времена вот шариатских судов, не мусульманина? Да, хороший вопрос. Я сейчас вам, наверное, на него так не отвечу, но я так полагаю, что в зависимости от совершенного преступления, наверное, да, если бы человек совершил бы убийство, да, умышленное убийство, я думаю, его постигла бы такая же участь, как тех двух мужчин, ну, мужчин и женщин, которые были расстреляны. Ну, я думаю, его приговор, ну, все за это в соответствии с решением суда, но я думаю, за умышленное убийство по шариату полагается смерть. А так, они несли наказание наравне с остальными гражданами Чеченской Республики. А если это преступление, например, не было связано с лишением жизни, а, например, половые преступления, то есть половая развратность? Ну, я не слышал, что за такие преступления, да, ну, я не знаю, что вкладывать в слово развратность, но, например, прелюбодеяние, да, просто, да, совершение действия, оно никак для немусульманина не каралось. А для мусульман каралось, то есть, Да, для по шариату? конечно, да. Ну, я не слышал, чтобы были убийства за это, но
могли, например, придать огласке сей факт, что является Мгм. тоже очень, да, плохо. А для немусульманина, да, русского, проживающего в городе Джохаре, ну, сей факт, он не нанесет репутационного какого-то ущерба, потому что это не считается каким-то правонарушением. Ну, есть Не, только... а если даже, например, представим то, что придали огласке, не считается ли это вмешательством в личную жизнь? Так как в Конституции и личная жизнь охраняется законом. А, Не считались, так. да, да, возможно, да, это считается, но если человек совершил правонарушение, которое наказывается Уголовным кодексом, то порицание этого или там общественное порицание тоже является видом наказания в какой-то Мгм. степени. И как бы вот так вот. А как дела обстояли с арбитражами в то время? И были ли вообще споры между юридическими лицами? И в каком порядке они рассматривались? Вот в период с 91 по вот 2003. Ну, до 91 и до 94 года было один порядок рассмотрения, никаких шариатских Мгм. судов не было вообще, и все рассматривалось в соответствии, да, с гражданскими и уголовными судами, которые находились, которые существовали до распада Советского Союза. М, Мгм. м, После того, что было, я на это не могу вам сейчас сказать. Наверняка, конечно, они были. Как они решались, я вот сейчас затрудняюсь вам по этому поводу что-либо Нет, сказать. а какое примерно вообще выгодно ли было вести бизнес, вели ли его на территории Чеченской Республики люди? Да, конечно, бизнес вели, люди развивались, но, понимаете, одно время это до Первой российско-чеченской войны, до Мгм. 1994 года, а другое время это после Первой, уже когда уже послевоенное Мгм. время. Это уже не послевоенное время, это та же война, только которая перестала, так ее принято называть, Первая российско-чеченская, Вторая российско-чеченская. На самом деле это одна большая российско-чеченская война, Которая которая, была с некоторыми периодами, так я да, понимаю. которая с передышками как бы принимала разные фазы, формы, Мгм. и поэтому бизнесом занимались до Первой российско-чеченской войны. Ну, жили, все было отлично, все развивалось, к нам начали поступать инвестиции с разных иностранных государств. Хотя позже, уже ближе к войне, в 93-94 году уже Россия всячески начинала уже вставлять палки в колеса. М, После и у нас было люди были освобождены от уплаты налогов Дудаевым. Цена там, Полностью, то есть да, полностью. У нас это был и физические, и юридические лица, да? абсолютно все были освобождены от налогов. На какой-то период была такая взята, да, пауза, чтобы люди могли чуть-чуть прийти в себя, накопить себе состояние. У нас занимались, были самые большие а, торговые площадки на территории Чеченской Республики, откуда сперва со всего Северного Кавказа, а потом уже со всей России начали ездить люди закупать, так как не облагалось налогом, и товар завозился, там, иностранные товары завозились с Турции там, и других регионов. а, Ближнего Востока были, да, и с Европы тоже. Развитие было очень хорошее, при всем при этом охранялись, сохранялись, да, социальные гарантии для малоимущих. Да, тот же, например, хлеб, когда была большая инфляция, и в России надо понимать, что мы находились в рублевой зоне,
В Чечне Мгм. ходил То есть рубль. валюта была рубль. Да-да-да, мы пользовались рублем, и когда уже начала происходить в России большая гиперинфляция, при всем при этом цена на хлеб была зафиксирована и стоила там, по-моему, рубль. И дошло до того, что уже из соседних республик приезжали люди, закупали хлеб для корма животным. Мгм. До того уже начало доходить. Потом на каждого члена семьи, так как а, нефть и полезные ископаемые, добываемые из недр Чеченской Республики, принадлежат всем гражданам Чеченской Республики, вне Мгм. зависимости от религии и национальности. Дудаевым был издан указ, что на каждого члена семьи, на каждого гражданина Ичкерии выделяются талоны на бензин. И каждый месяц получали люди, я вот не боюсь ошибиться, 20 или 40 литров на каждого члена семьи уплачивались талоны. Мгм. Выдавались талоны, где они могли бесплатно заправлять свой автотранспорт. Развитие было очень хорошее. И при всем при том, что на всем постсоветском пространстве был переход с совковой экономики на рыночную экономику давался тяжело, всем тяжело Мгм. давался переход вот Да. на эти рельсы. И люди не умели заниматься предпринимательством, заниматься бизнесом, но потихоньку учились, и у нас это получалось ну, намного лучше, чем у многих, да, из наших соседей и других союзных республик, которые вышли из Советского Союза. А вот то, что было после Первой войны, тогда, да, тогда Ичкерия находилась в руинах полностью. Была блокада. А, После Россия нам за нефть давала какие-то продовольствия. Мгм. И развитие практически было не очень сильным. Не очень сильным. Ну, Поэтому, как я понял, за несколько лет независимости без Чеченской войны, если бы ее не было, то Чеченская Республика Ичкерия могла бы без проблем превратиться в такие страны, в наподобие как страны Сингапур, либо Малайзия, потому что там тоже ведь была свободная налоговая зона. да, совершенно Мне так верно. кажется. Мне кажется, да, мы бы даже больше преуспели бы в этом плане, потому что если бы не ссорясь еще с Россией, да, если мы бы остались бы в дружеских отношениях, что не только сохранило бы жизни наших граждан, их жизни российских солдат, если мы сохранили бы добрососедские отношения, мы же были люди с одной страны, мы Мгм. первое время не верили, что на нас нападут, потому что у нас было 80% населения Грозного были русские, русскоязычные. Мы никогда не испытывали никаких там проблем в общении друг с другом. И мы думали, ну, они же не будут хотя бы своих русских бомбить, даже если они будут бомбить нас. Ну, как у нас здесь в основном все живут русские, как их бомбить? Ну, и как бы Мгм. Дудаев был светским человеком, жена у него не была чеченкой, Алла Дудаева. Как бы никаких проблем мы не ожидали. Вот как сейчас украинцы удивлены были в 2014 году, Мгм. что на них напали, Да. и они были реально в шоке. Такой же шок испытывали и мы в первое время, потому что мы не ожидали. Да, говорили, нападут, ну как нападут? Мы вчера только были одной страной, мы все советские, у многих были, у российских паспортов у нас не было, у нас были советские паспорта, потом сперва начали давать вкладыши Ичкерии там, с печатью, а так находились, у всех имелись советские паспорта. Поэтому в этом плане мы, если бы не испортили бы эти отношения, то, конечно, мы были бы, я уверен, мы жили бы лучше, чем и Малайзия, и Сингапур, потому что все для этого имелось. В первую очередь у нас имелось то, что наша власть не была воровской.
она Мгм. реально работала для народа. Мы хотели сформировать государство, вот Дудаев, вот руководство наше, конечно, не все были святые, это тоже, наверное, надо признавать, но непосредственно, как говорится, голова, которая рыба гниет с головы, наша голова была абсолютно здоровой и знали, куда ведут нашу страну. Из-за этого нам а, социальные разные смягчения, помощь со стороны государства всячески, какая имелась возможность, оказывали. Вот так вот. Просто хочу, ну, как привести пример. Сейчас годовой бюджет Чечни в составе Российской Федерации составляет 732 миллиарда рублей, если не ошибаюсь. Из них 640 либо 650 это вливание из федерального бюджета. Ну, можно понять то, что никакого развития нет, и Чечня кормится всего лишь российским бюджетом. Бюджетом Российской Федерации всей. Просто Да, это... это, смотрите, Юрий, это на первый взгляд кажется именно так. Но, как и все в России, всегда вот как без пол-литра не разберешься в России, да, всегда надо Мгм. где-то искать подковырку какую-то. Вот смотрите ситуация. Как построено в Российской Федерации накопление, там, собирание налогов в бюджет Российской Федерации. Все регионы собирают деньги и отправляют в бюджет. И потом уже бюджет Москвы, бюджет России выделяет уже на каждый субъект, сколько он посчитает нужным. Так вот, если ваша компания, вы владелец, вы, допустим, являетесь Сечиным, который Мгм. владеет Роснефтью, Мгм. качает нефть из Чеченской Республики, но ваша компания зарегистрирована в Москве, то налоги вы платите не в бюджет Чечни, а платите в бюджет Москвы. И уже Москва Мгм. отдает вот эти накопленные деньги в бюджет Российской Федерации, вот эти все налоги. И получается, что Москва отдала больше, например, там с Ямало-Ненецкого автономного округа, компании, которые работают там, они зарегистрированы в Москве. А в Якутии, которые работают компании, они зарегистрированы в Москве. И вот я не знаю, насколько верны цифры, которые вы говорите, 700 миллиардов там. Я это недавно в каком-то видео видел. Да, ну, По-моему, у Навального, если не ошибаюсь. да, ну тоже особо веры ни Навальному, да, который является креатурой Кремля, ни остальным этим цифрам, ну, очень сложно им доверять. Ну, да, это не важно, сколько там. Даже эти 700 миллиардов, если направляются, это, грубо говоря, 10 миллиардов. Ну, 700 вы сказали или 70? 700 вроде бы, если не Миль- ошибаюсь. Ну, это вообще колоссальная цифра. 10 миллиардов долларов, это за год, Нет, рублей, рублей рублей. Ну, в да, рублях. если это 700 миллиардов, то это получается а, 10 миллиардов евро. Мгм. Это может за весь период. Но неважно, давайте смотрите так. Например, Роснефть добывает нефть на миллиард, налоги, да, платит, но она не платит в Чечню. Чечня собирает Мгм. налоги за газ, за свет, за мелких предпринимателей, крупных предпринимателей нет как таковых, да, там за редким исключением. И поэтому такое малое количество отправляется в Москву. И, соответственно, когда тебе присылают деньги, то получается, что ты получаешь, твоя страна оккупированная получается дотационной. Но если бы та же Роснефть, да, оккупационная нефтяная компания, платила бы налог в Чеченскую Республику, да, в бюджет Чеченской Республики, и потом бюджет Чеченской Республики отправлял бы деньги в Москву, то тогда была бы ситуация совершенно иной. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот в этих хитростях и устроена, ну, устроен весь секрет вот, дотационности. То же самое касается и Дагестана, то же касается и Ингушетии, и других регионов.
Не, я просто хотел сказать то, что на настоящий момент зависимая Чечня никак экономически не развивается само по себе. Да, в Чеченской Республике Это строятся деградирует. мечети и спортзалы. Да. Это все, Только что то, никаких что... заводов, фабрик, инвестиций, ничего нет. Был широко рекламирован курортный вот этот комплекс Ведучи, который вбухали огромное количество денег, но ни один адекватный турист не поедет в сегодняшнюю Чечню, хотя угрозы от населения нет никакого, при всем при этом никто не захочет поехать в Чечню, где установлен режим времен сталинского большого террора, да, когда люди просто запуганы. Большие репрессии сейчас там. Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому никакого М, развития нет. да. Ну что ж, я думаю, наше интервью подошло к логическому завершению. Тогда, Хорошо. спасибо за интервью. Спасибо вам, Юрий. Да? Всё, до свидания. До свидания.